Все, пошел заправка. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы на канале 6tv.by Могилевский регион. Я ведущий Вячеслав Сикора. Хочу сказать вам огромное спасибо за то предложение, за те комментарии под видео с кандидатом экономических наук Петром Мигурским. По вашим просьбам, он сегодня у нас опять в гостях. Сегодня я в студии, а он у нас в эфире с другой страны. Итак, добрый вечер, Петр Степанович. Добрый вечер. Очень рад вас видеть, и наши подписчики тоже добрый вечер, зрители добрый вечер. Как всегда, мы будем благодарны за ваше участие в нашей программе. Итак, Петр Степанович, у нас программа называется «Причины небывалого роста экономики в Могилевской области». И на самом деле, как то мы с вами общались, и я потом заглянул, немножко поколупался в статистике. Слушайте, несмотря на то, что творится сегодня, последний год в Беларуси, действительно рост промышленности удивляет, потрясает. Химволокно добавило 38%, металлургический 42%, мясокомбинаты Бабушкина Крынка тоже в фаворитах. Что происходит? Какова сейчас ситуация в экономике промышленности города Могилева? Давайте мы сначала в целом по экономике области поговорим, буквально 1 минуту. Значит, как ни странно, но валовый региональный продукт Могилевской области за 10 месяцев прибавился почти на 1%. Традиционно плохо сработало сельское хозяйство, минус 6%, строительство минус 3,5%, а вот этот плюс 0,9% как раз получился за счет роста на 4% промышленного производства. Но еще более удивляет ситуация с ростом объема производства в Могилеве, промышленное производство, 120% уровню прошлого года. Ничего себе. Я бы сказал, не бывало. Это фантастический результат, который получен в областном центре. И, в принципе, мы с вами должны знать своих героев. Вячеслав уже называл это Химволокно. Это самое крупное предприятие у нас в Могилеве. 38%. Металлургический завод, который недавно чуть не похоронили уже, он не подавал признаков жизни, 42%. Вот-вот, да. Довольно интересная ситуация, да, сложилась, вот смотрите, сложилась на мясокомбинате. Сырьевая зона снизила объем производства мяса на 15%, а объем, выработка мясной продукции мясокомбинатом увеличилась на 21%. Угу. Молока увеличили на 5%, у Бабушкина Крынка увеличила производство на 15%. То есть свои метаморфозы в экономике, и слава богу, что они у нас положительного характера. Вот. Ну, здесь вот у нас, значит, часто звучит такое предприятие, как лифтовый завод. Вообще, надо сказать, есть производственное объединение лифтовый завод, Лифтмаш, да? Да. Входит туда лифтовый завод, Зенит, входит завод электродвигатель и завод Ветрис. Но это завод, который в Бегомле расположен, это Витебская область, поэтому мы касаться его не будем. Вот что. Так вот, как раз лифтовый завод снизил объем производства на 17%. Снизил. И это довольно значимое снижение для экономики Могилева, да и области тоже. Почему? Потому что вот трубы стальные производство снизилось на 14%. Ну а таких других позиций, которые бы резко повлияли на ситуацию в экономике, можно назвать и что производство электроэнергии минус 1,6%. Кстати, динамика грузоперевозок и динамика потребления электроэнергии, они показывают на общий тренд в развитии экономики. Если сходится это в минусе, значит что-то не так с общим производством. То есть вот в течение 1 года переломать технологию в лучшую сторону, как правило, не удается. Тем не менее, мы имеем то, что имеем.
Поэтому вот к удивлению и к радости промышленность Могилева плюс 20% к уровню прошлого года. Удивительно. Но вот по вашим же словам, что лифтовый на 17% производство снизилось, не поэто ли на лифтовом с количеством около 4000 работающих сейчас готовится 700, около 700 человек на увольнение? И может быть как раз из-за этого, из-за падения роста производства? Да, я думаю, что нет. Нет? Дело в том, что в целом промышленность у нас превратили в социальный проект. И до 2020 года... Что это значит? Простите, что это значит социальный проект? Это набирали людей сверх потребности для производства. Держали этих людей, чтобы в какой-то степени предотвратить социальный взрыв в обществе. Особенно это наблюдалось перед выборами. То есть власть показывала, что она заботится о народе. Вот что. Поэтому 4000 человек на лифт-маше, ну давайте немножко цифрами поиграемся. На будущий год задание 17 тысяч лифтов выпустят, да? 50 лифтов в день. То есть на один лифт каждый день работает 80 человек. Что-то тут не то, согласитесь. Мне кажется, и 40 человек хватит. Поэтому, если будет дальнейшее сокращение до 2000 даже человек, я не думаю, что на уровень производства это негативно повлияет. Просто надо избавляться от рабочей силы, которая носит такой социальный оттенок. Или другой вопрос. Вот они выпускали сельхозтехнику. Она неплохо шла. Сегодня они занимаются другими какими-то производствами, кроме лифтов. Например, автостоянки делают. Вот. Правда, они дорогие, правда, они, ну, скажем так, немножко не вписываются в могилевскую жизнь. Тем не менее, они этим занимаются. Вот что. Поэтому, конечно, сохранять рабочую силу надо. Всякое может быть. Вдруг востребованность в лифтах, допустим, поднимется до 40 тысяч. А где искать рабочих? А вообще-то куда сбывать? Ведь смотрите, основной рынок сбыта – это Россия, но там своих 4 лифтостроительных завода. И там два сборочных цеха работают Могилев Лифтмаша. Поэтому на сегодняшний день проблема реализации могилевских лифтов – это проблема номер один для них. Они могут произвести лифты, но, увы, продать пока некому. Вот поэтому ситуация складывается, что и минус 17%, и стал ребром вопрос, значит, а что делать с лишней рабочей силой? А под эту марку выборов, значит, давай увольнять всех, кто, скажем так, особо пользы заводу не приносит. Вот и возникла эта цифра 700 человек. Кстати, это пробные... То есть увольнение идет без... Не компенсировать, в принципе, и не надо этих людей. По большому счету уволят, и нормально будет. Конечно, конечно. Поэтому увольнение, в первую очередь, пенсионеров, там, конечно, увольняют. Нарушители дисциплины. Говорят, бродят по заводу, там выискивают жучки разные. Вообще я хочу сказать, что оптимизация рабочих мест идет постоянно в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вы посмотрите, сейчас в городе ведь нет таких планерок, когда 15-20 оранжевых жилетов собираются и обсуждают, где какую там бумажку убрать, кому туда идти. Нет, на сегодняшний день придет время, я думаю, что... Но работы меньше не стало, Петр Степанович. В ЖКХ работы меньше не стало. Вот. То, что на завод меньше людей ходит, это не так заметно. А вот то, что дворников не видно, вот это другой вопрос. То же самое и в сельском хозяйстве. Идет оптимизация. На сегодняшний день в колхозах ведь не держат лишних работников. Это не завод. Там каждый человек знает свое место. Каждый работник сельского хозяйства. Поэтому и оптимизация. Поэтому очень бурными темпами идет сокращение занятого сельского населения именно в сельском хозяйстве. Я помню, 20 лет назад это раза в 3-4 было больше занятых в сельском хозяйстве. Поэтому ничего удивительного, что на сегодняшний день на предприятиях идет оптимизация рабочих мест. И она будет идти, особенно в таких предприятиях, которые на сегодняшний день особой роли не играют для экономики Могилева. В социальном плане, да. Ну, а так ничего выдающихся, есть предприятия, которые ничего выдающихся не производят. Увы, это наш крест, и общество этот крест нести и дальше.
Вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что по мясу и по молочке на 15 почти процентов выросло производство. И раньше Ну, как-то молоко 15, мясо 21%. на 21. А куда это Да. сбыт идет? Допустим, в Белоруссии почти на 500 000 людей стало меньше за этот год. Это же не внутренний рынок идет. Неужели расширился рынок на Россию? Там своего хватает. Ну да, вот с мясом там проблем все меньше и меньше. Молоко еще белорусское востребовано в России, но на сегодняшний день увеличиваются поставки в Китай, увеличиваются в другие страны дальнего зарубежья. Более того, хочу сказать, что вот абсурдная такая ситуация. Надо дружить с соседями и торговать с соседями. Нет, мы везем нашу продукцию за 5000 километров, и в конце концов, если очень внимательно посчитать, то экспорт сельскохозяйственной продукции у нас он убыточен. Последний раз данные по экспорту молока публиковались в 2009 году. Минус 50 миллионов долларов Божечки. экспорт. Я не А думаю, зачем что за тогда это время поддерживать? А зачем тогда поддерживать? Почему тогда работают на экспорт в минус себе? Для чего? Это что, бренд куда сохранить? продукты Или рынок не куда? упустить? Да, нельзя упускать этот рынок. Дело в том, что продукты питания не дорожают постоянно. Население то земного шара растет, а производственная база как таковая она сокращается. Мгм. С каждым годом сотни тысяч сельхозугодий сокращаются в мире. Поэтому вот эта вот политика наращивания сельхозпроизводства, она в целом положительная политика. И, скажем так, вот та ситуация, значит, с сельхозпродукцией и та ситуация с экспортом продовольствия, я думаю, что она в свое время сработает. Но с другой стороны, вот посмотрите, на 5,5 миллиардов продали, 5 миллиардов импорт для обеспечения производства сельхозпродукции. Мгм. И еще один нюанс, у нас датируется экспорт. Ни одна западная страна экспорт не датирует, а в Беларуси датирует. Поэтому вот продали на 5,5 миллиардов, это, считай, половину дотации, которая получила сельское хозяйство, уехала в сторону России. В первую очередь с России. А может потому и не датируется экспорт в западных странах, что там в основном частный бизнес? А какую роль играет у нас иностранное предприятие и частный белорусский бизнес в нашей промышленности? Ну, скажем так, во-первых, на Западе там очень малая доля сельхозпроизводства. Это 3-4%, это незаметно. Ну, для У них внутреннего очень рынка. высокий, вообще доля производства в валовом продукте. Вот. Они Мгм. продают и на экспорт. Мы в Китае в прошлом году продали на 100 миллионов сельхозпродукции, а Германия, не афишируя, продала на 2 миллиарда евро. Вот что. Поэтому у них, если лишняя есть продукция, то они ее продают, конечно, но там дотации они не получают, потому что они берегут свою землю. Вот, в первую очередь, это экология. Они произвели еще больше, но как переработать этих самых отходы от животных, это проблема цивилизованного мира. В первую очередь, это Соединенные Штаты Америки, но они там придумали кое-что, что мы не сможем придумать все, потому что у нас другая ситуация. Что касается частного бизнеса, скажу так одну цифру. В Могилевской области частный бизнес, какие бы годы тяжелые не были, он постепенно завоевывает свою долю в бюджете. Да? Вот. Бюджетное поступление частного бизнеса на сегодняшний день 38%. 10 лет тому назад было 22%, и мы считали, что это очень высокий показатель. Вот. И в частности, вот большую роль играет частное промышленное предприятие. Ну, тут вот характерный пример – это Протас. Но это Могилевский район, тем не менее. Вот, допустим, производство гордин, производство пластмассовых труб, да, это вот частное производство, которое, они уже имеют свою историю. А с 2003 года в Могилеве стала работать свободная экономическая зона Могилев. Для чего она создавалась? Для привлечения иностранного капитала. Раз. И второе, для увеличения притока валютной выручки. Вот. И смотрите, у них же какое условие у этих предприятий. Дайте нам чистое поле. Нам не надо ваш Могилев-древ. С проблемами с людьми, с проблемами с отношениями к властям. Икея построила свой завод и сейчас круглые сутки работает на экспорт. То же самое предприятие, вот в основном они российские, да, вот российское предприятие Омскарбон. Правда, Да-да-да.
Рожнана построено, это предприятие построено в Могилеве, потому что главный потребитель находится технического углерода в Бобруйске, это шинный комбинат. И надо за 150 километров возить 140 тысяч тонн на сегодняшний день перевозки в Бобруйск. А чего вы не построили в Бобруйске? Что, там не хватает рабочей силы, что ли? Ну, там, говорят, в позу стал председатель горисполкома. Да ладно, кто у нас может стать в позу? Если позвонят свыше, вот так поставят такую позу, что он не разогнется. Не, он сидит, не волнуйся, он уже сидит. Ну то есть в позе, он уже в позе, понятно. Да, у него другая поза. Но тогда не получилось их построить. Вот. Потому что слишком загрязненный город, а тут еще и Омск-Карбон. И где-то он прав. Вот что. Ну сидит за правду, далее, значит, за дело сидит. За правду. Спас Бобруйск от завода. Да, Кроноспан у нас, он и занимается производством, значит, скажем, продукции к мебели. И сейчас будет строить новый завод, где будет задействовано не менее 100 рабочих мест. Вот что. И другие предприятия. Например, смотрите, Икея 1200 рабочих при хорошей зарплате. Вот. И они держатся за эти рабочие места. Ну, конечно, да. Поэтому тут ведь очень важно для иностранного капитала не отпугнуть его. Посмотрите, был завод имени Куйбышева, так? Хотел его выкупить швейцарский бизнесмен. 5 миллионов евро давал. Его просто-напросто чиновники обманули. Ну, обманули, он забрал продукцию на свои вложенные деньги и укатил. Все, больше ни одного предпринимателя на территории Могилева не появилось. Что сделали? Завод закрыли. 800 человек, значит, остались без работы. Часть из них производство перевели на химволокно, а часть из этих работников тоже туда ехала. Нонсенс этой ситуации в том, что на сегодняшний день бывшее производство Куйбышева самое доходное на химволокно. В любые времена хоть 1% рентабельности дает. И более того, я хочу сказать, ведь Могилев химволокно – это предприятие, которое постоянно требует денег. У них постоянно идет реконструкция, модернизация. Вот. Ну да. Я еще понимаю, когда было градостроительным предприятием 28 тысяч человек. Было, да. Сегодня это 4 тысячи человек, да. И может даже и меньше. Но там тоже своя особенность. У них половину ИТР. Вот. Поэтому если будут сокращать рабочую силу на химволокно, я думаю, только за счет ИТР. Но химволокно сейчас нормально работает и не будет рисовать такую мрачную картину по данному поводу. Ну, вот это... А вот другие предприятия, да, извините, вот такие как завод Кирова, Трансмаш, ну, похоронена уже Строммашина, да, им надо напрягаться по поводу оптимизации рабочей силы. Вот на фоне вот этого стагнации, казалось бы, за этот год, такое чудо, рост производства на фоне социальных потрясений, это просто, ну, я не знаю, это какое-то чудо. Я, если честно, пока этой темы не касался, думал, что все летит в тартарары, но на самом деле все в обратную сторону. Так вот, именно рост производства на фоне социальных потрясений, может быть, как раз сейчас они возьмутся все по всей Беларуси, ну, нас интересует только Могилевская область, и начнут оптимизировать, закручивать гайки по максимуму, увольняя людей. Даже не причина неугодная, которые были там на протестах и так далее, а просто возьмутся за голову и начнут занимать экономикой. Так, оптимизация рабочих мест – это нормальное явление в экономике. Вот. И оно перманентно идет в каждом городе, в каждом районе. Она идет в целом Могилевской области, не говоря уже о Могилеве. Поэтому надо к этому относиться без всякой паники. Надо относиться как к реальному процессу, в который надо встраиваться. Вот. Я согласен, что без паники к промышленности, а как же быть без паники тем, кто уволены? Куда им деваться? А это сейчас другой вопрос. Это мы можем еще и на эту тему поговорить тоже. Вот. Потому что в самом деле это личная трагедия каждого из уволенного. И ну, люди теряют себя в этой жизни. Вот. Хотя многие из них чувствовали себя очень даже неплохо до событий нынешнего года. Да.
Вот смотрите, в области производственной промышленности продукция осуществляют более 1600 предприятий с численностью работающих порядка 125,5 тысяч человек. Это где-то 28,5% от общей численности занятых в экономике области. Как вы считаете, ваш прогноз, сколько в течение, допустим, вот этого года, если пойдет сейчас оптимизация с причиной увольнения инакомыслящих, насколько может сократиться рабочие места? Ну, во-первых, про инакомыслящих. Это, вот, понимаете, прошел год с момента выборов. Кого-то посадили, кого-то уволили, кого-то штрафовали, кого-то сплавили за границу. На сегодняшний день это вот возможность администрации проводить какую-то политику по оптимизации рабочих мест. Сколько может быть уволено? А вот если Лифтмаш переморгает 700 человек, ждите в будущем году, что измеряться будет тысячами человек, и, собственно говоря, мы этих безработных вокруг и видеть-то не будет. Они просто будут, многие из них просто будут страдать дома. Или уедут в Россию в поиске работы, Нет, там, ну, в Украину или на Запад. Знаете, мы можем эту тему отдельно переговорить. Сидеть же дома никто не будет, надо же как-то выживать. Конечно, конечно. Давайте мы вернемся. Да, вы хотели что-то сказать, простите. Ну, хорошо, что делать дальше? Уволенным мы отдельно можем поговорить, несколько минут уделить. Давай свой вопрос. Хорошо, меня интересуют вот эти санкции, которые были приняты за этот год. Они как-то повлияли на промышленность? Это сладкое слово «санкции». Не знаю, для кого оно сладкое. Да, вот журналисты с ума сходят по этим санкциям. И Могилев, если бы не будировался этот вопрос лично президентом, правительством, журналистам, так они и не знали бы про эти санкции. Какие же санкции? Смотрите, в течение года экспорт в Германию вырос на 47%, Боже, Италию 72%, Латвию 2,7 раза, Литву на 51%, Польшу на 50%, значит, на Украину на 57%. И вот посмотришь рост в Российскую Федерацию только на 8%. Такое впечатление, что санкции мы к России предъявили. Поэтому, ну, скажем так, санкции – это некая такая субстанция эфемерная в данном случае для Могилева. И если эти, значит, санкции были направлены против России, так они очень удачно повлияли на экономическую ситуацию могилевской промышленности. Я вот не знаю, радоваться или грустить по этому поводу, честное слово. Вот вы мне привели такие цифры, я вот сижу, Европа нас что, санкции не работают, получается? Или работают, но в обратную сторону? Помогает выжить. Почему? Надо только радоваться. Понимаешь, за этим ростом... Да я бы радовался, если бы я был в Беларуси и работал бы на благо Беларуси. Я бы радовался, Петр Степанович, честное слово, радовался бы. Но сейчас радости мало. Ну, хотя своеобразная гордость какая-то есть остаточная, но радости мало, потому что мы все ждем, что когда же загнется эта промышленность и сельское хозяйство. Как вообще запараллелены промышленность с сельским хозяйством вот сейчас? Подожди, одну минутку. А что мы должны ждать, пока они загнутся? Ну, Корея загнулась, ну, кору объели, траву зеленую едят. И что? Хорошо от этого? Нет, конечно. Давайте мы в самом деле взаимосвязь сельского хозяйства и промышленности. Это довольно интересная взаимосвязь, потому что, по сути дела, уграбление на определенном этапе сельского хозяйства, это 90-е годы, шло как раз через промышленность, то есть через недоверие к белорусской промышленности, через коррумпированных наших чиновников, начиная от Министерства сельского хозяйства и кончая райисполкомом. Вдумайтесь, что вот в 90-х годах было завезено 32 тысячи ломаных комбайнов, их называют, да, их там, то есть бывших употреблений комбайнов из-за границы. Это какие же огромнейшие деньги.
Вот. Дальше. Только в прошлом году, вернее, даже в этом году. Что значит ломано? уже Подождите, Петр Степанович, я помню, что на Гродненской области, на Гродненском районе за них там дрались, чтобы разрешили их ввести. И они работали круглосуточно, не останавливаясь, в то время, когда новые комбайны Нида или Гомельмаш или Лидомаш постоянно ломались. Не знаю. Я сам работал в колхозе, я помню, что только лучшим давали импортные комбайны и трактора. Только лучшие работали на них. И комбайны эти круглые сутки работали, не могли остановиться. Там только менялся второй комбайнер, садился. А эти все время стояли, что-то нужно было то подшипник менять, то муфту, то гофру, то так далее. То понос, то золотуха была. Так, стоп. Я как раз в то время работал председателем колхоза. Так? Ко мне тоже приезжали представители одной фирмы, чтобы я купил у них комбайны, взял кредит, 2 или 3 даже комбайна, и мне полагалась за это определенная сумма долларов. Вот что. Я в целом хочу сказать, белорусские комбайны не хуже. Вот думайся, да, западные комбайны нужны, когда урожайность 50 и выше. Но если у нас в среднем в Беларуси 32 центнера с гектара, ты посмотри на Могилевскую область. Третья часть даже 20 центнеров не получила. 15, 17, да. 19 центнеров. Да. Какие там немецкие комбайны? Так о чем вы говорите? Не, ну подождите, это уже дело не в комбайне сейчас, в данной ситуации. В этом году, не в комбайне. Мы же знаем, что урожайность в этом году... Вы агроном, вам лучше знать. Конечно. И я буду биться за белорусскую технику, значит, до 50 центнеров с гектара с любым экспертом. Вот давай свои аргументы. Ну, я бы, знаете, чтобы я не видел, как они работают и как они чинятся, я бы не спорил. Давайте перейдем к вопросам от наших уважаемых подписчиков. Тролл спрашивает. Существует такая информация, что за последний год произошел скачок роста во всем мире, а не только в Беларуси. И если бы в Беларуси были европейские темпы, рост был бы еще на порядок выше. Что вы скажете по этому поводу? Знаешь, рост где? Промышленность. Какой отрасли? Промышленности. Солидарен. На сегодняшний день многие страны увеличили объемы производства. Это Китай, это Соединенные Штаты Америки. А вот Европу, если взять, то извините, вот тут у них не во всех странах получается. Почему? Потому что в свое время заморозили производство, укинулись в локдауны, значит, заморозили грузоперевозки. Вот, поэтому говорить о том, что уж так революционно сработала промышленность во всем мире, я бы не стал. Потом я хочу сказать, вы не смотрите сильно с таким благоговением на рост производства продукции промышленности даже в Могилеве. И смотрите, 10 лет тому назад доля инновационной продукции в реализации была 26%. Сегодня добавили 1,5%, получили 11% и радуемся как дети. То есть вот это очень тоже важный момент, что на сегодняшний день идет износ основных фондов и качество производимой продукции в Беларуси и в целом в Могилеве, оно требует очень внимательного отношения и в первую очередь к инвестициям. Ну вот смотрите, сейчас 5-й пакет санкций будет принят, и там Гродно Азот, Белнефтехим и так далее. Будет 6-й. Если дальше пойдет такая история, не коснутся ли же санкций того самого Химволокно, Лифтмаша и многих других предприятий, и все, и конец сказки. И оптимизируй, не оптимизируй, увольняй, не увольняй. И радуйся, не радуйся, спи, моя красавица, как говорится. Да, Лифтмаш на Западе не поставляет ничего. Другое ладно, дело, может, Лифтмаш, ладно, я тут перегнул с Химволокно тоже в основном зациклен на белорусское производство и на российское. Поэтому тут белорусские предприятия с низкой долей инновационности сильно санкциями не запугаешь. Гродно Азот, он в основном работает, производит азотные удобрения для Беларуси и для России. Но я что хочу сказать, вы заметили цифру, плюс 51% доля экспорта в Украину. Туда же не только электроэнергия идет, туда и азотное удобрение. И когда надо будет решать вопросы
допустим, интенсификации сельскохозяйственного производства, купят они у нас и калийное удобрение, купят и азотное удобрение. Вот что. Поэтому сильно бояться этих санкций на самом деле не надо. Надея Соловьева пишет, что сегодня приватный бизнес вытискают за межу. Это великая помылка режима. Вот тут я с Надеждой солидарен. Вот тот тренд, который в Могилеве сложился последние годы, его надо поддерживать. Именно частный бизнес, он наполняет бюджет живыми деньгами. 38%, это же ведь миллиарды рублей. И вот резать золотую эту курицу, вернее курицу, которая несет золотые яйца, это очень и очень недальновидно. Это может погубить экономику не только города, но и всей Беларуси. Поэтому я абсолютно согласен. Еще один вопрос от наших подписчиков. Если стране необходима оптимизация, перестройка технологического процесса, то куда девать освобождающую массу людей? Какие, по вашему мнению, рентабельно открыть предприятия? И что, вот, кстати, мы говорили, что мы вернемся к тем вопросу, куда деваться людям, что делать? Посоветуйте, вы. Вот давайте так, перед человек. вами человек, которого увольняли с работы 3 раза в никуда, не пропал. Поэтому вот и есть пути выхода. Первое, попробуйте устроиться на другое предприятие, а вдруг повезет. 700 человек не устроишь, надо другие варианты. У нас сейчас, чтобы устроиться, нужна характеристика из милиции и из прежнего места работы. Да. Если ты хороший работник, то тебя просто-напросто не выгонят. Поэтому да, другое предприятие тебя не возьмут. Своих некуда девать. Дальше, куда можно пойти работать? В строительство. Там, кстати, средняя зарплата, вот если в промышленности 1327 рублей, в строительстве 1340 рублей. Или пойти работать в сельское хозяйство. Там средняя зарплата 1100 рублей. Вот. Причем сельское хозяйство это может быть и фермерское хозяйство, или может просто работать в колхозе. Можно с переездом, с получением жилья. Далее, третий вариант. Можно стать на учет на бирже труда, пройти переобучение и открыть свой бизнес. Это тоже вариант. Пусть там 2-3 человека с сотни, или там 12 человек с сотни, но тем не менее это может быть. Далее, в Российской Федерации востребованы рабочие руки. Например, в Калининграде на сегодня нужны опалубщики, арматурщики, монолитчики. Там и обучат. И эти адреса можно и ко мне лично обратиться, адреса, и они есть в средствах массовой информации. Почему? Потому что Калининградская область, у нее мягкий климат, и там можно заливать фундамент круглый год. Далее, надо посмотреть вариант Европы. Сельское хозяйство – это Литва, Польша. Польша, сельское хозяйство и строительство. Временные сезонные работники от Швеции до Португалии. Петр Степанович, пожалуйста, не сравнивайте условия работы и налогов, и помощи государства в Литве, в Польше и в Беларуси, что касается частного сельского хозяйства, фермерского. Я знаю очень много историй, которых фермеров просто задавили, уничтожили фермерские хозяйства. Люди бегут из Беларуси, которые по 10, по 15 лет пытались как-то на фермерском хозяйстве сделать, ну не знаю, бизнес, выживали на самом деле. Вячеслав, не напрягайся, один из таких фермеров сейчас с тобой на связи. А вы что, разводите кроликов или курочек? У меня было свое фермерское хозяйство в 1995 году, овощеводческое направление. Райисполком дал задание сдать 10 тонн зерна с 2 гектаров. Хотя зерно... А что, распространяется разве на частный бизнес сверху указивки? И что как? Ну тогда о каком мы можем говорить в фермерском частном хозяйстве? Сельское хозяйство самая зарегулированная отрасль в мире, в том числе и в Беларуси. Поэтому не надо удивляться, что люди бегут из страны, что в сельском хозяйстве уже в колхозе, в забитой деревне, чиновник найдет и добьет хозяина. Этому удивляться не надо. А вот этому я не удивляюсь как раз. Здесь Надея Соловьева снова питая. Коли экспорт так вырос, откуда такая инфляция, Петр Степанович? Ну, инфляция, она чем? Вот что такое инфляция? Это переизбыток денег в экономике. Вот. То есть инфляция у нас будет более 10%. Это, конечно, катастрофа. Ну, мы помним и 30%, и 300%. Вот.
Почему накачивается экономика деньгами? Потому что эти деньги получают, например, силовые структуры. Огромнейшие зарплаты. Вот. Огромное количество силовиков. Если раньше мы говорили о том, что у нас самое высокое количество милиционеров на 1000 населения, силовиков 1500 человек на 100 тысяч населения, то на сегодняшний день эта цифра еще более возросла. Поэтому вот такие вот непродуктивные расходы денег. А где их взять? В экономике их нет. Вот поэтому и печатают деньги. И рост денежной массы, она ведь отслеживается даже по статистическим данным, только внимательно надо их читать. И на сегодняшний день, если кто-то придумает другой вариант, кстати, экспорт, он добавляет инфляцию, потому что со стороны приходит валюта. Как правило, экспорт, если есть выгода продавать за границу и по ценам, которые выше, чем внутренние цены. Вот что. Поэтому чуть-чуть влияет. Но это не катастрофично. Почему потому чуть-чуть? Что заработанные доллары... Ну, почему чуть-чуть? Вот если санкции эфемерны, почему так Лукашенко переживает за санкции и волнуется? Только из-за калия и нефти? Ну, а мы знаем, что Гродно-Азот, Солигорск, Белнефтехим приносят львиную долю валюты в страну. Ну, вообще нефть раньше приносила 25% валютной выручки. Поэтому, конечно, переживают. Ведь ему же надо содержать государство. Он же один взялся отвечать перед белорусским народом за нашу страну. Значит, поэтому, конечно, санкциям рознь. Такие бы санкций не было, но куда мы все эти годы возили нефтепродукты? Две страны, Нидерланды и Великобритания. И ничего, они не покраснели от этого, что поддерживают диктатуру. Почему? Поэтому... А Украина? Вся война идет на белорусском бензине и дизтопливе. Так мы и в Россию возили. И в Россию. В России же нет качественного топлива. И Россия, когда заключала с нами контракты, она ставила одно из условий, это поставка по экспорту бензина и дизеля на территории Российской Федерации. Понятно. Тут вопрос не в том, санкции на Белнефтехим, вот, а хватало бы нефти, поставок нефти для того, чтобы производить нефтепродукты. Не волнуйтесь, мы найдем, куда их сплавить. Вот, Петр Степанович, я хотел бы к этому вопросу вернуться вот буквально через полгода. Естественно, программа останется в записи. Через полгода я вас приглашу и посмотрим, как сработали санкции и на каком уровне будет находиться через полгода промышленность Могилевской области и Могилева. Это будет очень интересно. Тем более, что все цифры, все ваши комментарии будут сохранены. Можно будет посмотреть... Они мои... Вячеслав, эти цифры, они статистики, поэтому их и не спрашиваешь, это точно. Мне самому очень интересно, интересно. А сегодня... Особенно, как развивать сельское хозяйство. Да, хорошо. Но ваш прогноз, вот через полгода мы встретимся. Какой ваш прогноз, что случится с промышленностью Могилевской области за эти полгода? Я думаю, сейчас могилевская промышленность переживает золотые времена. Боже что мой. Я думаю, что через полгода ситуация может ухудшиться, она может резко ухудшиться, потому что основания для того, чтобы думать, что будут новые рынки сбыта, да, они появились, новые рынки сбыта. Вот смотрите, новые, значит, но это в основном страны Африки, страны Азии, то есть туда, куда надо за 5000 километров возить свою продукцию. Это Алжир, Бангладеш, Иордания, попробуй туда еще заедь. Катар, Куба, господи, 20 тысяч километров. Малайзия, Монголия, уже развитая страна, Нигерия, Филиппины. И вот надеяться на расширение этих рынков я бы не стал. Почему? Потому что вот вкупе все эти страны, они дают только 5 миллионов долларов. Вот. Да. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо, но те тренды, которые присутствуют на сегодняшний день в Могилеве, они не в пользу бурного развития промышленности. Вот. Но меня больше беспокоит сельское хозяйство. Смотрите, производство резко падает. Уже по молоку на сегодняшний день область плюсует к уровню прошлого года только 100 граммов. А если посмотреть на приписки, так, наверное, они же давно уже не публикуют данные
в районах по хозяйству. Потому что, наверное, стыдно уже показать. Слушайте, Вот как работают приписки? Они же экономически, ну, как бы невыгодно. Там же потом надо сравнивать дебет с кредитом, баланс этот весь. Ну, приписки же не работают на выхлоп. Смотри, приписки вот по сельскому хозяйству. Ладно, это довольно интересная тема. Значит, молоко прописали, куда мы его списываем? Оно же не идет на маслозавод, оно идет на выпойку телятам. И у нас теленок, оказывается, выпивает за жизнь по 500, а то и по тонне молока. Приписка – это добавка, это же не то, что там прописали. На сегодняшний день это сложнее. Это надо будет выплатить зарплату людям. Да, короче, это еще один темный лес. Это отдельная программа по припискам. Да, то же самое по приписке по мясу. Вот пришел новый руководитель в Краснопольский район, перевесили стадо, минус 240 тонн отвес. И они только сегодня, с начала года, сегодня там получили уже 5 тонн привеса. То же самое в Шкловском районе. Начали заниматься перевеской 24 тонны приписок по мясу только в одном хозяйстве. Поэтому сельское хозяйство, оно себе что покажет. Вот если бы не фермеры, если бы частное подворье, вот той картинки, которую мы на сегодняшний день видим, ее бы не было. А если люди узнают, что вообще продовольственная безопасность по картофелю в Беларуси только соблюдается 52%, можно вообще за голову схватиться. Второй хлеб. Петр Степанович, мы не остановимся. Мы не остановимся, это отдельная проблема, приписки, подтасовки и так далее. Поэтому я думаю, что, возможно, мы еще увидимся и поговорим в этом. Вас хочу поблагодарить, уважаемый Петр Степанович, то, что приехали. Мы знаем, что вы не в самом Могилеве живете, поэтому спасибо вам большое, что вы приехали в студию и пообщались с нашими зрителями, чатовцами. Спасибо большое, друзья, что вы были сегодня с нами на канале 6 ТВ. Я, если честно, не очень рад росту промышленности. Ну ладно, это оставим за скобками, мою радость и печаль. Надо быть патриотом. Ладно. Слава, да не обращайте время на Лукашенко. Ну, скоро пройдут Дайте я эти закончу времена. программу, потому что про патриотизм это тоже отдельная программа, Петр Степанович. Все. Благодарю вас, уважаемые друзья. Спасибо всем, кто был сегодня на нашей программе. В гостях был кандидат экономических наук Петр Мигурский, и программу вел журналист Вячеслав Сикора. Вы были на канале 6tv.by. Берегите себя. До новых встреч. До свидания.